наверняка, проделывая такой сложный путь, вот именно в советской такой бюрократии, вашему отцу много раз приходилось сталкиваться с вот этой абхазским освободительным движением. Да. Потому что, как мы понимаем, многие воспринимают вообще нашу войну через призму 90-х годов, везде войны, но у нас война шла очень много лет. Подпольная война, идеологическая война, борьба. И может какой-нибудь вот просто это, мне кажется, будет важно в контексте Отечественной войны упомянуть какие-то события через призму вашей личной семьи. Ну, это не одного поколения борьба шла. Сейчас я в историю углубляться не буду, но и в советское время первый сход, народный сход в селе Дурив в 1931 году. Недовольство там какими-то вопросами. Сейчас я не хочу их расшифровывать. Там разные моменты были. Ну, не на голом месте 80-ники появились. И 40-е годы, 30-е, сказал, 40-е, 50-е. Вспомним письмо двух сестер Шакрыл. 47-й, по-моему, год. Нет, 52-й год. 52-й год, да. Сталину. 60-е годы, 70-е годы. Наш народ всегда находился перманентно на этой волне. Но я застал только 80-е годы, будучи уже взрослым, я себя считал. Вторая половина 80-х годов, когда уже Союз расшатывался, видно было, что идут центробежные моменты в Советском Союзе. Хотя мы тогда не думали, что наша великая страна распадется. Но уже с 87-88 года националистические силы Грузии во главе со Звядом Гамсахурдия и Мирабом Костава много мероприятий на территории Абхазии проводили. Я очевидец событий. По-моему, это было в апреле 1988 года на стадионе в поселке Лиселидзе. Они большой митинг проводили. Грузины. И, правда, там Гамсахурдия не было, присутствовал только Костава. И мы с Гудауты приехали туда. Понаблюдать. С нами был Валериан Османович Кубаша, Константин Озган, Юлия Пабба, Заура фамилию, Малия. Ну, мы на 3 машинах были. Это такой один очень существенный момент. И Костава проводил митинг через мегафон. Он там общался, настраивал народ. Естественно, там против абхазов. И мы втроем, Узган первый пошел, Заур, Малия поднялись там на трибуну, и мегафон у Костава отняли. Такой случай тоже был. Мираб Костава – это сопредседатель тогда ихнего движения, не помню какое, со Звядом Гамсахурдия. Ну, затем уже в 1988 году, как вы знаете, в декабре месяце создалась организация Айдгылара. Это самая авторитетная организация была до войны. Никакая ни компартия, никакие другие структуры вообще в подметке не могли годиться. Неоспоримый авторитет имели. И мы все, каждый абхазец, практически кого не спросишь, оно так и было. Мы себя считали, что мы все входим в Айдгылара. Ну и мы помоложе были. Посмотрите, какие вот первый съезд, президиум. Народного форума. Президиум Народного форума из 8 человек. Известнейшие люди в Абхазии. Алексей Гога председателем первый был. Сергей Шамба. Зура Бачба. Надар и Роман Чанба. Юрий Аргун. Валерий Квартия. Юрий Марухба. Игорь, то есть Марухба. И 4 с районов в президиум входили. Это Сократ Джинджоля, Юрий Квитиня, с Гудауты Анатолий Возба, главный редактор газеты «Бзыб», от Гагры Владимир Бени. Это очень серьезные интеллигенты. Это цвет нашей интеллигенции был. И они сыграли
великую роль. Они разбудили весь Северный Кавказ. Я, может, не пафосно это будет сказано, но после событий 89 года вот здесь, в Сухуме, я помню, в Гудауте, в пансионат Гудаута назывался тогда, и директором был Анатолий Шакирович Абба. И у него в кабинете вот эти все конфедерации, как создавалась, Сергей Шамба приезжал с Зураба Мачва, какие там встречи они проводили, как доходчиво, ясно, какие цели конфедерация может поставить и так далее. Очень большую роль для консолидации всего Северного Кавказа сыграли, не только для Абхазии. Очень великая роль. Великую роль они сыграли. А через какие мероприятия, как это проводилось вообще? Вот первый съезд, встречи, поездки большие, частые поездки. Культурные, да. Вот, допустим, День флага даже когда был. Это же огромное мероприятие было. Перед этим слеты. Молодые ребята приезжали из Кабарды, находились здесь, общались. Там молодые ученые, там Мушни Хварцке, там большая заслуга в этом. Великий человек был. Разному. Нас же разделили до 80-х годов. Вообще некоторые, даже когда в армии служил, наши братья не знали, где территориально находится Абхазия. Такие, это искусственное разделение было. И эта волна, когда пошла, ее уже невозможно было и остановить. Но локомотивом всего движения, я считаю, что это Аид Белорукова. Я думаю, с вами никто здесь не поспорит. А вот, знаете, что интересно? Какие-то силы были, которые пытались это остановить? Народное движение? Да. В разные моменты, разные люди в истории остаются. Одни по такому пути идут, другие по разным. В целом, перед войной весь народ у нас был един. Может, отдельные личности были, конечно, может быть. Я, например, с такими не сталкивался. А так порыв был один, у нас цель одна была. У нас появился уже лидер после выступления на съезде народных депутатов СССР Владислава Григорьевича. То все ждали этого момента, когда кто-то из нашей делегации получит слово и выступить от имени. Это целыми днями мы ждали у экранов телевизоров и ждали. Наконец дождались, и такая эйфория была, что наш голос, у нас есть защита в лице наших народных депутатов. Они донесли наш голос до Москвы. И все-таки никто не думал так, что скоропалительно Советский Союз распадется. Даже вот референдумы проводились в Грузии за выход из СССР, а мы за сохранение Советского Союза. 89% набрали. От принявших участие в голосовании, да, там чуть больше 50% населения приняло, потому что грузины не участвовали.